Кажется, и Марвину Минскому казалось, что это кусок мяса, который работает как компьютер. Нет, он устроен не так, как все остальные куски мяса в нашем теле. Несмотря на все достижения науки, человеческий мозг остается самым загадочным объектом для изучения. Исследований о нем больше, чем в других научных дисциплинах. Как устроен мозг? Что такое сознание? На эти вопросы слушателям отвечает профессор, академик РАН, директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова Константин Анохин. Я попытался рассказать об этом, увлекая их новыми идеями наших собственных исследований мозга. У нас несколько проектов. Мы работаем над исследованием глубоких механизмов памяти и как она способна пронизывать все наше «я», как она формируется, как откладываются те или иные воспоминания, как мы способны искать в этом огромном материале памяти за миллионы и миллионы комбинаций с нашего раннего детства, то, что нам нужно, и в доли секунды находить это. Мы работаем над проблемой интеллекта. Нас интересует, какие уникальные свойства есть у биологического интеллекта, которые позволяют ему делать вещи, недоступные современному искусственному интеллекту. Ученый известен тем, что в середине 1980-х годов открыл гены, активирующиеся в головном мозге при обучении и формировании памяти, интеллекта и сознания. Открытая лекция одного из крупнейших нейробиологов как в стране, так и за ее пределами привлекла многих. В актовом зале НГУ собрались не только ингушские, но и иногородние студенты, а также педагоги, представители различных ведомств и просто те, кому интересна наука о мозге. В их числе и Амина Хаматханова, девушка-преподаватель английского языка. Программированием увлекается давно. Ее очень волнует один вопрос. Появится ли когда-то у искусственного интеллекта сознание? Может ли он заменить человеческий мозг? Спросила у него, возможно ли в будущем компьютеры, которые будут способны на какие-то выводы, которые не были заложены изначально. Что это значит вообще? Компьютеры на данный момент работают как? Есть какой-то алгоритм, то есть есть какие-то такие данные, которые введены заранее, и он может выдавать только тот результат, который был дан ему заранее. А если появится гиперсеть и гиперкомпьютер, то это будет значить, что он будет способен на самостоятельное решение. Открытая лекция проходит в рамках ежегодной школы нейронаук. Это проект программы «Мозг» Центра перспективных междисциплинарных исследований «Идея». В этом году школа нейронаук пройдет в горной части Ингушетии на курорте Арамхи. Инициатором проведения такого масштабного интеллектуального мероприятия в республике выступил наш земляк Тагир Аушев, директор Центра «Идея», доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН. Приехали сюда студенты со всей России, 40 студентов. Мы отбор осуществляли из 240 заявок, очень высокий конкурс, соответственно, лучших из лучших отобрали, они приедут, им будут читать лекции, ученые, профессора со всей России, с мира, те, кто международные, зарубежные профессора будут читать удаленно, по Zoom. Часть профессоров приехали. Ребята могут послушать их лекции и поучаствовать с ними в семинарах, то есть неформальных обсуждениях дальше после лекции. А другая часть будет состоять из работы над проектами. Все участники школы разбиваются на 4 команды. В каждой команде есть биологи, психологи, математики, физики. И за время работы школы в области проблематики школы им нужно сочинить один из научных проектов, который они могли бы вынести и предложить как некий проект для гранта. В проекте участвуют молодые ученые из 15 ведущих университетов и научных центров России, а также из НИИ Узбекистана. Проект проводится второй год подряд и в 2022 посвящен экспериментальной теоретической нейробиологии. Участники изучат такие темы, как поведенческая и когнитивная специализация нейронов в мозге животных и человека, обучение памяти в искусственных и биологических нейронных системах и многое другое. Повысить свой уровень знаний рассчитывает и Рауф Ахмиров, аспирант Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. Чего ждет школы? Новых знаний, новых знакомств, обмен опытом, потому что это самое основное, обмен опытом, потому что, как я уже сказал, приходится много всего разного делать, и это всегда, нужно всегда решать, либо я за это берусь, либо я ищу человека, который способен мне в этом помочь. Это никогда не исследование, собственно, одним методом.
Проект «Школа нейронаук» продлится до 24 июля. Участники, не попавшие в основной список, смогут прослушать открытые лекции в онлайн-формате. Присоединиться к ним можно на YouTube-канале научного центра «Идея». Дана Плиева, Магомед Шоухалов, Новости 24.